Телевизионный конкурс исполнителей детской чувашской песни «Мигель» в этом году отмечает юбилей. За свою десятилетнюю историю он вывел на сцену сотни юных исполнителей. Что готовят организаторы в этом году, узнавала Светлана Позднякова. 2007 год зажег первые звездочки «Мигель». С самого начала совместный проект Союза композиторов, Государственной филармонии и ГТРК Чувашия покорил зрителей своей искренностью и непосредственностью. Заявки на участие сыпались со всех концов республики. В конкурсе были объявлены две номинации. В первой выступали детские коллективы, во второй – солисты. Участники делились на три возрастные группы. Сквозь многочасовые прослушивания в финал выходили самые яркие исполнители. Дальше помогали зрители. О зрительском интересе тоже хочется сказать. Почему? Потому что мы на каком-то этапе запустили СМС-голосование, даже не думая, во что это выльется. И хочется сказать, что в СМС-голосовании принимало настолько много людей, что мы были поражены. То есть этот конкурс очень интересен и важен. Впервые за 10 лет в этом году «Мигель» соберет в зале филармонии не конкурсантов, а победителей прошлых лет. 1 июня в 14 часов здесь пройдет фестиваль детской чувашской песни. Но будут и новые исполнители. Это воспитанники детских садов, которые сейчас усиленно репетируют новые песни, написанные чувашскими композиторами. В течение 10 лет постоянно мы говорили, что нет новых песен, нет новых песен. Но сейчас уже новые песни есть. Профессиональные композиторы, члены Союза композиторов России Лариса Буренкова, Лолита Чекушкина, Валентина Салихова, Андрей Галкин. Я писал, ну и, как всегда, у нас победитель всех прошлых лет, композитор Вероника Арисова, она тоже новые песни представит. Многие из тех, кто в прошлые годы стал победителем конкурса «Мигель», сделали уже свой музыкальный профессиональный выбор. Остается надеяться, что такую же успешную путевку в жизнь получат и новые детские песни. Первые аккорды уже сыграны, а значит, на небосклоне «Мигель» 1 июня 2016 года зажгутся новые звездочки. Светлана Позднякова, Екатерина Фомина, Константин Козлов, Владимир Синдеев. Вести Чувашия.